Ассалаумалейкум қазақ елі. Біз бүгін ғалым Нұрпейісовтың үйінде қонаққа қайтадан келіп отырмыз. Бүгін ғалым ағаға біраз сұрақтарымыз тұр. Соны қазір Қанат бастаса и ар жағынан уже нете берейік. Ғалым аға. Ассалаумалейкум. Ассалаумалейкум, Галам. Очень рада вас приветствовать. Мы опять наконец-то все трое вместе. Сегодня 2 марта. Наконец-то вот Асхат с нами, Кайрат с нами. Я был один, к вам приезжал, да. Но много событий произошло вот за это время. И мы решили продолжить наш цикл. Сегодня разбираем статью 23 Конституции. У нас есть общественная организация, общественное движение, называется Куще партия. И вот 1 числа были митинги в связи с трагическими событиями. В Астане погиб наш активист, замечательный человек Дулат Агадил. И по этому поводу были протесты, были митинги. И вот на одном из митингов в Актюбе произошло задержание, и в документе было сказано, что арестован человек за участие в незарегистрированном общественном объединении Куще партия С, используя аббревиатуру в виде плакатов КП Актюбе. То есть незарегистрированное общественное объединение. Это как являлось объединением, обвинением. А здесь в 23 статье написано, что граждане Республики Казахстан имеют право на свободу объединений. Вот Куще партия, что вы могли сказать? Вот, чтобы сейчас мне что-то ответить, я хотел понять, какова цель, что такое Куще партия? Ну вот, допустим, на сегодняшний день Куще партия ставит перед собой основные 3 цели. Это первое, становление, ставит перед собой цель, это парламентская республика. Это раз, да? Это раз. Первое, это возврат Конституции образца 93 года. Это 2. И третье, это свобода всех политзаключенных в Казахстане. Вот эти вот основные 3 цели, которые сейчас преследует Куще партия. А почему именно Куще партия? Не как по-другому, а именно Куще партия. Казаша, Куще. Кто у нас казаша знает? Куще партия. Кушеде енді бұл менің ой пікірім, қалай айтсам болады, бұл авторитарлық саяси жүйені тек қана көшеде ғана шешуге болады деп ойлаймын да. Басқа амалдар көріп тұрған жоқпын мұнда. Қысқаша айтқанда, көшеде халық бірігіп, бас қосып қана бұл авторитарлық жүйені өзгертуге болады, құртуға болады дегендей. Көшеде ғана шешіледі. Бейбітшілік. Басқа амал жоқ. Бейбітшілік жағдай. Бейбіт шеруде дегендей, бейбіт жиналыста дегендей ғой. То есть вы поняли, да? Вот Да, Куще да. партия – это общественное движение, вот цели, почему так называется Куще партия. И тут пишут в документе полиции, что госпожа Бекишева, гражданка Бекишева Роза находилась в кафе «Ясмин» в городе Актюбе. Это вот полицейская сводка или полицейский документ. Приняла участие в деятельности незарегистрированного общественного объединения Куще партия С. Понятно. А здесь по 23 статье написано: граждане Республики Казахстан имеют право на свободу объединений. У меня здесь еще тогда такой небольшой вопрос уточнения. А в Куще партии есть ли членство? Членский? Да. Членство, это имеется, подразумевается членские взносы и все остальное? Ну, Формальность. это формальность, это принадлежность. Вот в списке там Нету, да? В Куще партии нету этого. Ну, понятно. Ну, теперь давайте попробуем тогда теперь разобраться. В нашем законодательстве нету понятия общественное движение. И почему-то это общественное движение подгоняют под объединение или организации. При этом, смотрите, здесь говорят в этом полицейском отчете, что участвовал в незарегистрированном объединении. Общественном объединении. Да, являясь представителем. Ну, объединение, оно у нас получает статус, когда государство его регистрирует. Откуда мы знаем, это объединение или организация? Это государство, департамент юстиции берет, просматривает документы и говорит, да, он попадает под категорию объединения, или да, он попадает под категорию организации. Дает ему юридический статус, и он уже становится
полноценным юридическим лицом, субъектом общества. И в данный момент, если говорят, это представляет интересы партии, то у нее должна была быть какая-то доверенность. В данный момент у нас именно движение, вот вы сейчас говорите парламентскую республику, там, возврат к Конституции, это именно создать общественное мнение людей подготовить. Это работа общественного движения. Это именно движение создает такую электоральную массу, как и уже дальше приходит партия и продвигает свои идеи, и уже общество, это электорат уже поддерживает и начинает голосовать. Вот. Ваша деятельность, а именно о Коше партии, вот как мы говорим, мне она тоже импонирует, именно в чем? В той, это активная деятельность граждан для реализации определенных политических прав. Вот смысл здесь как раз вот в этом. И здесь 23 статья у нас говорит, граждане имеют право на объединение. Мне никто не может заставить пойти зарегистрироваться. И здесь у нас получается, что вот эту форму, юридическую форму, вот эта власть на сегодняшний день пытается заставить сделать. Давайте сделать. Мы действительно, получается, да, живем в полицейском государстве. Как можно заставить человека делать? Потому что вот у нас есть закон об общественных объединениях, статья 7. В Республике Казахстан могут создаваться и действовать общественные объединения. Здесь именно могут, конструкция статьи могут. И теперь уже созданные объединения у нас подлежат регистрации. А для регистрации, у нас 10 статья, здесь инициативная группа граждан, не менее 10 человек, она объединяется, создает устав, делает определенные фонды и направляет для регистрации. И говорит, вот у нас вот такие-то задачи. Соответственно, если она когда не выполняет этих задач, вот 22 статья, нарушение законодательства об общественных объединениях влечет ответственность в порядке, установленном законом. Это уже когда свершившийся факт, когда зарегистрировано это объединение. Или когда она начала регистрировать, и она, вот, понимаете, незарегистрированное общественное объединение, это вообще конструкция вообще бредовая. Как можно? Вот есть, например, юридическое лицо, например, коммерческая организация, занимается куплей-продажей какого-то товара. Если она официально не зарегистрировалась, не получила статус ТО, занимаясь продажей, она занимается незаконной коммерческой деятельностью. Общественная опасность – это не выплата налогов там, или еще что-нибудь. Что такое общественное объединение? Это не коммерческая организация. Она не занимается куплей-продажей, она формирует мнение. А движение что такое? Здесь я почему спрашивал, есть ли членство? Членства здесь нету. У нас статья 11. Членство, участие в общественных объединениях. И здесь могут быть граждане, за исключением политических партий. Ну, вот они здесь все как раз и написывают. То есть, это очерчивается круг лиц, которые поддерживаются. Вот это и есть организация, это и есть объединение. А движение, это, например, на сегодняшний день у меня одно убеждение. И это как вот Greenpeace. Я хочу, чтобы было везде зелено, чисто, там, 5-е, 10-е. А потом я стал владельцем какого-то завода. А мне уже это невыгодно. Мне нужно выбрасывать дым. То есть у меня уже скорректировалось убеждение. Я уже отхожу от этого понятия. То есть это не такая жесткая иерархия. То есть это уже ближе к статье 5, да, что в Республике Казахстан признается идеологическое и политическое многообразие. Так точно. Вот у человека есть мнение и убеждения, они когда собираются, у нас уже становится коллективное мнение. И вот это как раз и для реализации 5 статьи Конституции. То есть 23 статья, она у нас связана с 5 статьей, где говорится, что признается идеологическое политическое многообразие. Да. То есть мы называемся Куще партия, но у нас общественное движение, не объединение, а движение, которое призвано для формирования общественного идеологии, общественного сознания. Следовательно, она не подлежит какой-то регистрации. Мы же не можем идеологию зарегистрировать. Ну, естественно, да. Да. Но при этом, смотрите,
Именно вот этот полицейский документ, который сказал, что участие в незарегистрированных общественных объединений. Это уже ошибка. Не зарегистрировано общественное Да. объединение. Здесь о чем можно будет подумать? Государство на сегодняшний день начинает чувствовать, осознавать политическую силу Куше партии. Это хорошо. Ну, надеюсь. Ну, в таком случае эти граждане, которых там же был не один человек, это вот сейчас мы просто получили документ от одного человека. С одного А города. по факту да. там больше 10 человек, которые подверглись именно подобного рода наказанию. И им инкриминировали там что-то в районе 20 МРП штрафа. В таком случае, если они нас признают политической силой, должно действовать 39 статья пункт 3. Но оно отсюда логически вытекает. Ну, в таком случае... Ни при каких обстоятельствах нельзя притеснять по политическим... Не допускается ни в какой форме ограничения прав и свобод граждан по политическим мотивам. Абсолютно верно. То есть даже эта конституция показывает незаконность этих законов, да? Это тавтология. Незаконность этих законов. Да. Незаконность. 10 минут, 12 минут прошло, вы все? Да. Ну давайте сейчас уже резюмируемся. Да, резюмировать вот касательно вот сейчас вот тех граждан в Актубе, которые прислали нам это сообщение, да, в данном случае, что конкретно они могут сейчас противопоставить апелляционным судом? Вот сейчас они будут подавать жалобу, апелляционную жалобу. Ну, во-первых, здесь нужно именно сказать, что каким образом они определили, что это организация и что она еще и не зарегистрирована. Кто здесь организатор, кто учредитель, кто является членом этой организации? Они же говорят, представитель. Где тогда у нас юридическое лицо? То есть именно раскрыть именно позицию, что такое движение, что такое организация. И здесь вот у нас и в Конституции, и в законе у нас нету такого императивного. Вы должны, вы обязаны. Извините, пожалуйста, мы в правовом государстве пытаемся жить, если у нас говорят, что мы вправе, это право мы можем воспользоваться, а можем и не воспользоваться. Здесь общественно опасного такого деяния нет. Все, понял. Я вот хотел бы сейчас вот немножко обратиться именно адвокатам, которые находятся в данный момент у нас в городе Актубе, чтобы они помогли нашим гражданским активистам, которые сейчас подверглись подобного рода преследованию и штрафам, помочь им завтра в ближайшее время провести апелляционные жалобы и довести это дело до логического своего конца и добиться того, чтобы их оправдали, этих граждан. Хотя на сегодняшний момент я знаю, что уже несколько человек оплатили эти штрафы. Здесь смысл не в том, что даже если он оплатит, если будет отменен этот, я считаю, незаконный судебный акт, то по отмененному акту можно эти деньги вернуть в течение 15 рабочих дней. Резюме. Резюме. 23-я, 5-я статья. Да, и вот, это мы сейчас, полицейские документы. да, мы сейчас вот видим, что правоохранительные органы опять допустили ошибку, применяя статью 5, обвиняя людей, что они участвуют в незарегистрированных объединениях. Хотя у нас это 23 статья прямо раскрывает. И Международный пакт о политических правах, это международный договор, он как раз тоже говорит, что мы имеем право, каждый человек имеет право объединяться в целях реализации своих политических, социальных прав. Еще раз, наши цели – это добиться парламентской республики. Второе – это возврат Конституции образца 1993 года. И третье – немедленное освобождение всех политических заключенных, включая вот Мухтара Джакишева. Завтра у него будет апелляционный суд по УДО. Наше движение Куще партиясы не требует каких-то регистраций, формализма, не нужны членские взносы, как вот Асхат Ерсейнович постоянно говорит. У нас нету и лидеров, у нас все лидеры. Поэтому, пожалуйста, включайтесь, добро пожаловать, входите в наше движение, объединяйтесь с нами, будьте с нами и защищайте наши политические интересы. При этом я еще хотел бы добавить, что реализация всех этих целей у вас это исключительно мирным путем. Абсолютно верно. Мирным путем. Это основное наше как бы
Все, Всё. спасибо. Спасибо.